Вообще термины Башкирия и Башкортостан, они изначально вызывают на самом деле очень много таких, ну, может, не споров, но таких какой-то доля недоверия к этим терминам и так далее. Но все это связано с тем, что люди, ну, просто, ну, не знают это пока, не осведомлены, а что происходит, собственно. И, собственно, мне кажется, вот это вопрос политизации, да, вот этих терминов и Башкирии, и Башкортостана, что произошло, ну, лет 10 назад, по-моему, да, если вы помните, тогда вот такой скандал был вокруг гостиницы «Башкортостан». Тогда переименовали ее в гостиницу «Башкирия». И тогда люди возмущались, ну как так? И вот этому термину начал придаваться такой какой-то негативный окрас. И в итоге, вот чтобы исправить это, на самом деле это не очень красиво, на самом деле, тогда поступили, но и попытались исправить ситуацию, они переименовали здание, которое через дорогу находится, ДК «Нефтяник», в ГКЗ «Башкортостан». В итоге у нас получилось ГКЗ «Башкортостан» и «Башкирия». На одной улице смотрят друг на друга. То есть, и люди несколько так с недоверием, наверное, считают там термин Башкирия, это такой, ну, термин такого русского происхождения, может, несколько уничижительного там и так далее, да, то есть, но на самом деле это, ну, ничего, над этим исторической основы нет на самом деле. Если мы посмотрим исторически, а что такое Башкирия, что такое Башкортостан, на самом деле они обозначают два совершенно разных предмета исследования. То есть, если Башкортостан, это, собственно, это республика, она связана с Башкурдистаном, с Малой Башкирией, да, то есть это с наздвижением, с учреждением республики и так далее, да, и с БАССР, Башкирской автономной социалистической республики, с республикой Башкортостан, субъекта Российской Федерации. Вот это Башкортостан. Но Башкирия на самом деле, она и исторически, и географически, она шире Башкортостана. Это немножко другой предмет на самом деле, другой объект. Впервые Башкирия на самом деле это калька другого, такого аналогичного термина, но на другом языке. Башкорт-Иле по-башкирски, Башкирия. Ардуль-Башкорт по-арабски, земля Башкир или страна Башкир. То есть, понимаете, и это получается и такая европейская калька вот этого термина страны Башкир. И впервые, на самом деле, его даже не русские придумали. Не русские впервые начали его употреблять, а впервые, ну, первый, кто так уже конкретно, с более-менее приближенной формой, там Басцарция или Баскардия, использовал Шимон Казаи. Это венгерский летописец. А откуда он взял? Он взял от францисканских миссионеров, которые прошлись и, собственно, увидели там Магна Хунгария была такая мифическая страна, выдуманная, да, и они искали ее аналог, и, собственно, единственный аналог, который подошел, это, собственно, была вот как раз страна Башкир. Конечно, они, как европейцы, назовут ее по-своему, да, то есть Баскардия. И, собственно, вот этот Шимон Казаи, собственно, вот этот летописец, он его в своих летописях и отразил, Басцарция. Ну и потом, собственно, Иоганнко пришел сюда, венгр Иоганнко, это тоже миссионер, который здесь 6 лет аж в заточении был, да, его никак ордынские власти не могли освободить от башкир. Зачем Башкирова держали, непонятно, но он тоже употребляет этот термин уже более конкретно, именно в форме Баскардия. То есть, понимаете, этот термин возник в 13 веке, в конце 13 века, можно сказать, или в течение 13 века он оформился. И, собственно, уже достаточно прочно вошел в такую географическую литературу. Потом, но даже тогда русские летописи не употребляли этот термин. Впервые он был употреблен в русских летописях, это уже, ну, в русских источниках имеется в виду. В 16 веке, в завещании Ивана Грозного, там Башкирда уже называют, да. Вот, и в последующем, иногда встречаются, например, в Казанском летописце, башкирские уезды, например, да, то есть, так или иначе, это идет переадресация к автохтонному населению. И более так конкретно уже начинается употребление, наверное, с конца 18 века, и не с конца, а в течение 18 века, причем настолько прочно этот термин вошел в лексику русской администрации,
в документы русской администрации, что та же самая комиссия по башкирским делам, там, например, там, Оренбургская экспедиция, упорно, вот, стабильно использовали термин «Башкирия» в отношении вот этого региона. И это при том, что были официальные названия. Уфимский уезд, Уфимская провинция. Но они эти термины не употребляли. Употребляли в подавляющем большинстве, и, по-моему, даже всегда они употребляли термин «Башкирия». То есть Башкирия обозначал именно вот эту вот достаточно широкую территорию, который, это, собственно, ареал проживания башкирских родов, башкирской политии, можно сказать, да, то есть он был субъектом. Он был субъектом. Для сравнения, например, два таких термина, так, как Татария и Татарстан. На самом деле, вот эта конфликтность между Башкирией и Башкортостаном, она является некой такой калькой. Калькой Татарстана и Татарии. Поскольку в 90-е годы татарская интеллигенция весьма, очень активно, выступала против термина «Татария». А на самом деле, они-то как раз казались здесь и правы, поскольку термин «татария»-то не было на самом деле. Его не существовало. Термин «татария» — это, по большому счету, советская Татария. Это в советское время возникшее вот это вот административно-территориальное образование, собственно, она и называлась Татарией. До этого Татарии не было. Был Казанский уезд, был Свияжский уезд и так далее, Казанская губерния и так далее. То есть, и никто, в принципе, даже в голову не приходило называть вот Казанскую губернию и так далее, все Казанские уезды, территории, где-то никому не приходило в голову его называть Татарией. Да, то есть на самом деле здесь проблема Татария, Татарстан, Башкирия, Башкортостан лежат на разных плоскостях. На разных плоскостях они лежат. И Башкирия и Башкортостан как раз таки он не имеет под собой какой-то реальной конфликтности. Вся конфликтность, которая на самом деле возникла, она, ну, по большому счету, немножко вот она накручена. Накручена людьми, ну, может, где-то на эмоциях кто-то сказал и так далее. И вот слово за слово, и из-за незнания в том числе, да. То есть, слово за слово, и вдруг у нас получается вот такая оппозиция между двумя терминами. И мне кажется, сейчас мы должны это все переварить, осмыслить, и подходить с конструктивистской точки зрения, конструктивно подходить к этому вопросу, да, то есть вполне все обосновано, наполнять содержанием термин «Башкирия», что это огромная территория на самом деле, что это историческая территория, а с другой стороны мы должны, конечно же, придавать субъектности термину «Башкортостан». К примеру, открываешь Башинформ, и там новости. Башкирия, реализовывается, госпрограммы, все так, ну, это безграмотно, откровенно скажу, да? Это безграмотность. Потому что, ну, историческая безграмотность имеется в виду, конечно. Потому что госпрограмма, муниципальный район, это дефиниции Башкортостана, республики Башкортостан. А, например, башкирские племена, башкирские рода, удмурты, Башкирии, да, то есть это можно и так говорить. Можно в широком контексте, включая, например, территорию Челябинской области, да, районы компактного проживания башкир, Свердловской области, Татарстана и так далее. То есть это все можно обобщить как под термином Башкирия. Некоторые так и делают, но делают еще, вставляют впереди термин «Большая Башкирия». Большая Башкирия, да, то есть термин на ходу, но единственное, здесь его нужно немножко вот усилить его содержание и все-таки подправить вот эту вот историческую грамотность в этом отношении.